Строители 23 игрока. Сегодня по составу можно изучать хоккейную географию. Москва, Казань, Ульяновск, Нижний Новгород, Хабаровск, Киров. Половина – мастера спорта. Новички в клубе уже прижились. Решены бытовые вопросы от тренировочного процесса. Ничего не отвлекает. Настроение такое рабочее. Все, в принципе, работают с большим желанием на льду и также на земле. Самый молодой игрок – 17-летний сыктывкарец Павел Арбузов. Самый опытный – 38-летний защитник Роман Бояринцев. И, судя по всему, сыктывкарский строитель будет одной из самых молодых команд российского чемпионата. Средний возраст игроков составляет 23 года. Хорошие перспективные ребята, которые поиграли в топовых клубах Суперлиги, играли и в командах высшей лиги. В связи с этим приняли решение, что на просмотр мы их посмотрим. Сейчас на первом этапе Кубка России, который пройдет в Ульяновске, посмотрим. И, возможно, мы еще планируем усиление клуба. Сборы, Кубок России, турнир в Швеции. Подготовка перед чемпионатом у строителя более чем напряженная. Выездов много, а значит и бюджет понадобится приличный. На сегодняшний момент команда обеспечена финансированием на этап подготовки. Продолжается, естественно, работа по ее финансированию, по участию в чемпионате. Эта работа ведется еженедельно, проводятся встречи, консультации. Я думаю, что вопрос будет решен, и у команды скоро появится титульный спонсор, который возьмет основную нагрузку на себя. Стартует чемпионат с домашних игр 4 ноября. Руководство клуба обещало устроить для болельщиков настоящий праздник. Кстати, вход на трибуны будет свободным, а перед первым матчем проведут традиционную встречу с фанатами. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.